вопрос у нас по обращениям граждан по повышению оплаты филиала «Энергосбыт» ПАО ДЭК за отопительный сезон 2021 года. У нас заявитель был Жилмин. Докладчиком выступает «Энергосбыт» Валентина Васильевна Ильина. Валентина Васильевна, вы на связи? Мне слово. Я бы хотела в общих чертах очень быстро обрисовать схему осуществления перерасчетов по теплу. Нормативы потребления установлены таким образом, что, как правило, годовой объем потребления намного больше фактического объема потребления. Поэтому при перерасчете по общедомовым приборам учета тепловой энергии перерасчет почти всегда, почти по всем домам бывал отрицательный. От норматива к прибору, то есть всегда есть экономия. Впоследствии правительством были внесены изменения в порядок предъявления потребителям объемов тепловой энергии на отопление. И в текущем году предъявление стало осуществляться не по нормативу потребления, а по среднему потреблению за прошлый год от прибора учета. Соответственно, в ситуации, когда текущий год, за который делается перерасчет, оказывается холоднее, чем прошлый год, мы делаем доначисление, если объем потребления по прибору учета больше, чем потребление прошлого года. Больше, чем то, что мы выставили от среднего по прошлому году. В обратной ситуации, когда в текущем году потребление оказалось меньше, чем в прошлом году, и чем, соответственно, мы выставили потребителю по среднему в течение года, перерасчет бывает в сторону уменьшение размера платы. Большая часть людей в городе Якутске привыкла, что в результате перерасчетов получается отрицательное значение в квитанции, то есть есть некая экономия, она выставлена, получается аванс. В этом году, когда мы первый раз сделали перерасчет по новой схеме уже от среднего, а не от норматива, люди оказались удивлены, увидев доначисление в квитанциях. На самом деле ситуация эта абсолютно нормальная. Доначисление осуществляется совершенно законно, то есть перерасчет может быть и отрицательный, и положительный. И то, что касается дома 8/2 по Дзержинского, мы, разбирая ситуацию с этим домом вместе с Госкомценом, смотрели, как сделан расчет среднего потребления, то есть там есть такие периоды, когда отсутствовали показания прибора учета. Для того, чтобы осуществить перерасчет, мы по одной методике рассчитали среднее. Госкомцен посчитал, что среднее нужно считать немного другой методикой, и, соответственно, это начисление мы пересчитали в апреле. Перерасчет в апреле отрицательный, суммы минусовые там небольшие по сравнению с плюсовыми доначислениями. То есть люди увидят отрицательный перерасчет, небольшую корректировку в сторону уменьшения в апреле, но это действительно небольшая корректировка, обычно в пределах 1000 рублей. Соответственно, задолженность нужно оплатить. Мы предлагаем людям механизмы этой оплаты, мы предлагаем рассрочку без первоначального взноса на 12 месяцев, именно при возникновении задолженности по отоплению за счет перерасчета. Она заключается в упрощенном порядке, то есть по сути нужен паспорт собственника, собственников и документы правоустанавливающие на объект. И, собственно, заявление. Все. Больше для того, чтобы заключить договор рассрочки, ничего не нужно. На 12 месяцев можно эту оплату растянуть. Я не случайно сделал несколько ряд видео, я журналист, видео даже на федеральном канале. Мне просто удивило сегодня, может быть, даже в какой-то степени обрадовало ваше заявление ПАО Якутскэнергосбыта о 1000 рублях. Но на сегодняшний день средний расчет, начиная с однокомнатной квартиры и заканчивая 4-комнатной, плывет от 15 тысяч до 40 в некоторых квартирах. Не знаю, откуда вы берете эти числа. Мы написали заявление, соответственно, в инстанции. А суть какая нашего заявления? Люди готовы платить, самое интересное, но они просят, согласно жилищного кодекса Российской Федерации, пожалуйста, квитанцию укажите, за что мы платим. Уважаемые депутаты, я могу довести до вашего сведения, что домов достаточно много. Ко мне они обращаются, и люди. Я просил, чтобы они приходили в Энергосбыт и там по заявлению решали эти вопросы. Но на сегодняшний день это Гемин, Кузьмина, Ярославского. В среднем, если Дзержинского заявитель сейчас не появился в связи с болезнью, у них перерасчет составляет 5-6 тысяч. На Гемиине средний перерасчет составляет 15 тысяч.
И заявление ПАО «Энергосбыта» о 1000 рублях очень интересное, потому что мы за апрель месяц только что получили, ничто не изменилось. ПАО «Энергосбыт» знал о перерасчетах и знал о том, что в первом квартале мы должны это предвидеть. Никаких предупреждений, ничего. За один месяц, конечно, возмущение. Там ничего не было написано о том, что это за прошлый год, за отопление. Там просто за март месяц вы должны, мне пришло, если со светом, сразу 30 с лишним тысяч. Если брать, могу поквартирно, есть квартира, например, многодетная семья, им, извините, вышло 38 тысяч. За один месяц, понимаете? Паника. Евдокия Ивановна хочет вопрос задать. Евдокия Ивановна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемый Андрей Викторович, добрый день, уважаемые коллеги. Андрей Викторович, в принципе, я так понимаю, что это у нас первый такой прецедент, который возник по оплате. И, как уже сказал Павел Валерьянович, заявления такие продолжают поступать, и их, наверное, будет много. У меня вопрос Валентине Васильевне. Валентина Васильевна, скажите, пожалуйста, перерасчет за прошлый год, по каким домам вы проводите этот перерасчет? Все ли многоквартирные жилые дома подлежат этому? Или каким-то образом это выборочно будет? То есть в итоге вы планируете охватить весь город? Или каким образом у вас идет вообще эта схема перерасчета? Перерасчет проводится в беззаявительном порядке по всем домам и всем квартирам тех домов, которые подпадают под условия. По сути дела, условие для перерасчета только одно. Это наличие введенного в эксплуатацию прибора учета, хотя бы часть периода в течение года календарного, за который делается перерасчет. Когда возникают отдельные периоды, по которым либо прибор учета не был введен в эксплуатацию, либо не предоставлялись показания, либо прибор учета работал в нештатном режиме, для расчета объема потребления для перерасчета, именно за этот период, за этот месяц используется замещающая информация, то есть есть определенные расчетные способы расчета этого объема для того, чтобы сделать перерасчет. Все, больше ничего. Все перерасчеты, которые мы должны были сделать в первом квартале, обращаю внимание, что в начале апреля люди получили платежный документ за март, то есть это перерасчет, который сделан в марте. Соответственно, эти платежные документы мы выставили, перерасчеты завершили. Мне кажется, то, что сказал Олег Леонидович и назвал цифры, пока, например, люди не видят никакой экономии. И мне кажется, опять сработал принцип, хотели как лучше, получилось как всегда. Хотел бы проинформировать и граждан, и вас, уважаемые депутаты, что с 10 марта у нас действует постановление правительства Российской Федерации номер 336 об особенностях организации осуществления государственного контроля, надзора, в соответствии с которым установить, что в 2022 году правительство Российской Федерации постановляет, что не проводятся контрольные надзорные мероприятия, кроме ограниченного перечня. Перечень установлен, и является исчерпывающим. В соответствии с пунктом 3 этого постановления установлено, что проводятся проверки исключительно по согласованию с органами прокуратуры и только тех, которые влекут непосредственную угрозу жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. 4 мая. 4 мая, получили требования прокуратуры, где по 48 жалобам, по городу Иркутску. В соответствии с этим требованием мы направили запрос как раз в Энергосбыт. На днях получили ответ, и мы проводим сейчас проверку. Мне кажется, все-таки это постановление, оно касается малый и средний бизнес и вообще предпринимательскую среду, но никоим образом ресурсоснабжающие организации. Почему я это говорю? Потому что по водоканалу, я уже говорил, что параллельно по совместительству я являюсь директором водоканала, без никаких разрешений, согласований с прокуратурой постоянно ведется проверка УГСЖ.
Поэтому тут, мне кажется, лукавить не надо. Жалоба поступает, надо проверять. Поступило уже больше 60 заявлений только по Стройжному Жилнадзор. И очень большое количество поступило заявлений в прокуратуру города Якутска. Я думаю, после сегодняшнего заседания у нас количество заявлений, обращений граждан возрастет в геометрической прогрессии, да, то к этому вопросу надо будет подходить более детально и более серьезно. Сегодня, к большому моему сожалению, не смог присутствовать представитель Госкомцена на данном заседании. Мое предложение создать рабочую группу по данному вопросу и рассмотреть более детально уже с представителями, допустим, прокуратуры и Госкомцена данный вопрос. Детально с примерами на дом, потому что мы сейчас, вот, ну, грубо говоря, поговорили, но я чувствую, надо еще этот вопрос будет обсудить, допустим, Энергосбыту мы предлагаем более подробно рассмотреть заявление Жилмина Олега Леонидовича по данному адресу Бежинского 8, друг 2, дать пояснение заявителю, создать рабочую комиссию по заявлениям, которые поступают в адрес Энергосбыта по перерасчетам за тепло за 20, 21, 22 года. И направим комиссии запрос в прокуратуру по деятельности ГСШН о запрете на проведение проверок ресурсоснабжающих предприятий. Вот за данные 3 вопроса прошу проголосовать. Андрей Викторович, а можно еще добавить, да, что, может быть, вот, чтобы были какие-то разъяснения в СМИ? С каждым заявителем все равно не смогут встретиться и объяснить ему. Да, вот, Постановления правительства пишутся не для людей, для профессионалов. Поэтому должна быть какая-то информация, доступная для всех людей. Не просто ссылка там, на статью там, или еще, а действительно, вот как Анатолий Андреевич сказал, понятным, нормальным человеческим языком. Потому что люди не обязаны как бы, знать и считать формулы и так далее. Каждый профессионал в своем деле, и он занимается профессионально своей работой. Вот этот вопрос обсудить как раз таки на рабочей комиссии, потому что там должен быть представитель Госкомцена, Энергосбыту, сделать информацию, так массовой информации по доначислениям. Кто за данные 4 предложения, прошу проголосовать, уважаемые депутаты. Все 20 за.